Чемпионат Европы закончилась с 8 матчами. О самых непредсказуемых сюжетах расскажет Алексей Осин. Участниками двух невероятных встреч стали скандинавские команды. Сборная Дании проигрывала коллегам из Швейцарии на протяжении всего матча. На 76-й минуте Брил Эмболо сделал счет крупным 3-0. Еще 8 минут потребовалось датчанам, чтобы забить, и тогда этот мяч казался легким утешением и сохранением лица. Однако спустя 4 минуты Кристиан Криткьяер забил второй гол, который гарантировал сумасшедшую концовку. Швейцарцы утратили уверенность в себе, а их соперники обрели надежду. И на третьей компенсированной минуте Хенрик Далсгор буквально внес мяч в сетку. Ничья 3-3. В матче между сборными Норвегии и Швеции хозяева к 60-й минуте вели 2-0. Но шведы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Причем Робин Куайсон забил опять-таки в компенсированное время. Но это был не последний гол в матче. Норвежцы сумели отыграться на 7-й добавленной арбитром минуте. Те же 3-3. Футболистам сборной Италии волноваться за результат не пришлось. Они победили Лихтенштейн с редким нынче счетом 6-0. О погоде в Москве днем сегодня до 3 градусов тепла, переменная облачность и небольшие осадки. Сейчас в нашем городе +2. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук и моя авторская программа «Включаем маркетинг». Сегодня мы будем говорить про рынок IT-аутсорсинга в Уфе. И в гостях у меня гости — это Дмитрий Гуров, компания «Арис». Очень приятно. И Паршин Алексей, компания «Кламос». День добрый. Итак, по традиции мы начинаем говорить о том, что же из себя представляет рынок, о котором мы говорим, как он развивался, какие потребительские ожидания, предпочтения и, в принципе, какие угрозы и возможности этого рынка. И вот, соответственно, Дмитрию передаю слово. Будем говорить на «ты», давно на этом рынке. Да, уже давно знакомы с вами, Виталий. Да. И насколько рынок изменился, когда он начал трансформироваться, и все-таки чем представлены на сегодняшний день услуги именно в IT-аутсорсинге. И вот как профессионала тебя хочу об этом поспрашивать. Ну, непосредственно мы занимаемся аутсорсингом IT и смежных, так скажем, направлений где-то начиная с 2007 года. Опыт, в принципе, наработали уже большой. Изначально компания наша развивалась как компания, которая занимается только IT-обслуживанием. Ну и постепенно со временем начали нарастать как бы дополнительные всякие услуги. Да? То есть мы начали заниматься монтажными работами, слаботочки, видеонаблюдение, пожарка. Но все-таки IT-услуги — это, вот если непосвященные обыватели об этом думают про установку программного обеспечения, про компьютеры, ну, наверное, про там, видеонаблюдение, как ты сказал, там, про какие-то сервера. Все-таки вот если фрагментировать на элементы, все-таки что есть комплексное IT-сопровождение сегодняшний день на рынке, и вот об этом. Мы начинаем создавать рабочие места для бизнеса или для государственных компаний. Да? То есть это наши целевые клиенты в основном. То есть это B2B? B2B, да, средний, малый бизнес. Иногда мы работаем в проектах, где участвует крупный бизнес, но мы какую-то нишу там занимаем определенно, как правило. То есть что такое рабочие места? Да? Это, грубо говоря, провода до рабочего места. То есть это компьютерная локальная сеть, это электрика, это какие-то системы мониторинга, системы контроля доступа. Мы организуем всю инфраструктуру для того, чтобы создать рабочее место персонала. Это главная задача, к чему вас привлекают. Да. После того, как мы создали рабочие места, естественно, это все необходимо обслуживать. То есть мы обслуживаем саму аппаратную часть, это компьютерная техника, серверная техника, обслуживаем программные продукты, то есть операционные системы и программы, которые на них работают, соответственно. Параллельно с этим внедряем какие-то решения, которые оптимизируют, собственно, работу бизнес-процессов, помогаем, собственно, постоянно, как бы мы в контакте с клиентом, как правило. Мы стараемся приходить к схеме, когда у нас именно абонентское обслуживание, то есть клиент всегда рядом с нами, может обратиться,
приходим к какому-то общему знаменателю в плане цены и сервиса. То есть... Ну вот, когда, если говорить глубже, чтобы о продолжении, то есть, я так понимаю, тема именно программного обеспечения, там, условно, 1С бухгалтерия условная, какие-то CRM-системы и так далее, это тоже ваша зона ответственности? Как правило, да, но мы, как правило, берем на себя только тот уровень, который мы разбираемся в компетенции. Если требуется более глубокая проработка, у нас в чем преимущество? У нас есть достаточно большой, обширный круг партнеров, которые экспертно, профессионально разбираются в данных задачах, и, соответственно, мы можем передать это дело на сторону при непосредственном контроле наших ребят. Ну вот вопрос обоим коллегам. Все-таки какие вехи развития рынка IT-аутсорсинга, почему IT-аутсорсинг стал настолько востребованным сегодня, и что побуждает клиента, если мы говорим B2B сектор и государственный сектор, избавляться от, возможно, от какого-то персонала и переходить на IT-аутсорсинг? Что являлось драйвером, и, может быть, даже какие-то прям пороговые события были? Ну, я так скажу. В принципе, плюсов, преимуществ здесь много, да, то есть очевидно преимущество. Это, наверное, как для любого бизнеса, это финансовые показатели. То есть содержать в штате специалистов, как правило, как и любой аутсорсинг, конечно, более накладно и более, значит, скажем так, неинтереснее становится для бизнеса. Почему? Потому что мы осуществляем, в принципе, весь тот же самый спектр услуг, что дает вам штатный специалист, только за вашими плечами команда специалистов. Мы даем более широкий спектр компетенций, то есть не один человек занимается вами, а несколько человек, да, и потом мы оказываем этот сервис, то есть фактически там 24/7, ну, если не круглосуточно, но все время работы клиента. То есть, соответственно, чего не может позволить штатный специалист. Вот вопрос к Алексею. Все-таки, так как ваша компания занимается больше, как в моем восприятии, поставкой комплексных решений, неких аппаратных в том числе, сколько все-таки, вот, на ваш взгляд, что влияет на развитие рынка IT-аутсорсинга, там, не знаю, усложнение каких-то систем, либо наоборот вы видите, что те модульные возможности, которые из коробки, как говорят, могут работать, наоборот, в принципе, упрощают некие процессы для клиента, и, может быть, ему где-то и не нужно прибегать к аутсорсингу, и что можно поставил и работает. Вот здесь вот ваше мнение. Ну, по поводу поставил и работает, мое мнение такое, я с Дмитрием полностью согласен, в том плане, что если говорить про какие-то небольшие организации, где обычный офис, пусть там до 5 рабочих мест, и именно обслуживанием всей этой инфраструктуры обычно занимается либо там директор, либо какой-то старший специалист, который пытается во что-то вникнуть. Там здесь сеть не работает, он пытается звонить своим знакомым программистам, как это говорится, там, куда нажать, что сделать. Являются, по большому счету, да. Ну, по сути, мы все являемся программистами в их глазах, как правило. Да, и поэтому получается вот эта вот беготня, какие-то новые задачи, приходится в них вникать. И вот еще раз повторюсь, как Дмитрий сказал, что если говорим мы про этот рынок, то если мы говорим про отдельные компании, которые этим занимаются, то там специалисты многопрофильные. То есть они могут и сеть, и там настройка, к примеру, просто распаковать коробку, сделать рабочее место, правильно уложив там кабели, чтобы это все дело было красиво, а не висела какая-то лапша. И сетку настроить, и правильно подобрать именно серверное оборудование. Ну, то есть, грубо говоря, снимается вся головная боль именно там собственника бизнеса, и все это работает как часы. Вот говоря, мы сейчас, разбирая аудитории, опять же, по традиции, когда мы разбираем маркетинговые инструменты, разбирая аудиторию, мы сейчас говорим про B2B, и я думаю, что это будет основной конвой сегодняшней передачи, но все-таки есть отдельно, особняком стоят госструктуры, у которых свои требования, видимо, вот расскажете к чему. И все-таки что у нас происходило с B2C сегментом, именно конкретно с конечным потребителем, именно с клиентами, условно говоря, домашних компьютеров там, и так далее. И с выходом игроков, вот именно для вопроса к Алексею, новых игроков именно в ритейле, в рознице, там, не знаю, интернет-магазинов развития, насколько этот рынок стал перенасыщен ли, либо и вообще насколько
этот сегмент потерян для локальных игроков в Уфе, может быть. Вот на этот счет. Насколько здесь конкуренция и предложения, и широта предложений закрыла возможности IT-аутсорсинга и поставки комплексных каких-то решений, которые были ранее доступны для... Ну, не было вариантов клиента, кроме как брать у местных ритейлеров. Если говорить про поставки, именно про компьютерный рынок, то да, с приходом федеральных игроков, то есть они, если мы говорим с точки зрения покупателя, то что покупателю нужен? Нужен ассортимент. Какие-то моменты, допустим, если это срочно что-то нужно там перехватить, мышка, флешка, это шаговая доступность, то есть это обширная сеть. До сих пор очень привлекает покупателей всевозможные акции. 2 гига, 2 ядра, всего 15 990, то есть это все работает. Но все-таки федеральные игроки, они закрывают тот сегмент именно продажи коробок. То есть если мы говорим про там, SMB, средний малый бизнес, это пришел, купил, поставил, то есть федеральные игроки продают коробки, ты ее забрал, ушел, и уже игрока федерального не интересует, что там будет дальше, как ты настроишь, приобрел ли ты все провода для подключения рабочего места. То если говорить про нас, игроков, мы все-таки предоставляем не на сегодняшний день, как раз вот если говорить об эволюции, мы предоставляем на сегодняшний день не просто продажи коробки, то есть это не обязательно приходить и говорить, что мне нужен системный блок с такими-то характеристиками, то есть достаточно поставить задачу. Мне нужно открыть офис, у меня должно быть столько-то рабочих мест, все, то есть эту головную боль мы сняли, мы сами подберем, сами все посчитаем, вплоть до там какой длины провода вам нужны. Ну и желательно с минимальным бюджетом для клиента. И вот я не случайно позвал именно обоих коллег, то есть как поставщика именно работающего на стыке именно, наверное, B2B сегмента и того, кто занимается непосредственно внедрением. То есть в данном случае здесь некий путь клиента какой? Он приходит сначала к поставщику, как правило, но и неизбежно, так или иначе, появляется необходимость работы с IT-аутсорсером. Либо наоборот, он сначала приходит к IT-аутсорсеру. Путей клиентов, Виталий, много на самом деле, да, то есть поставщик наш — это только один из, скажем так, вот одна из воронок продаж, да, можно так сказать. Если дефрагментировать, это интересный этот момент. То есть, да, зачастую наши партнеры, там, поставщики, в том числе компания Clammus, нам рекомендуют клиентов, с которыми мы готовы работать с удовольствием, да. То есть такое часто происходит, клиент к ним обращается: ребята, у меня там новый бизнес, новый офис или там что-то еще, да, мне надо то-то, то-то. Он не понимает сам, что ему нужно на самом-то деле. Соответственно, поставщики как бы в плотной работе с нами мы создаем некие такое техническое задание для клиента, где формируем и оборудование, перечень оборудования необходимый, и, соответственно, эти работы, там какие-то программные решения, еще что-то, аппаратные решения, которые совместно мы предлагаем заказчикам. То есть мы работаем здесь как бы в паре, скажем так. Плюсом, скажем так, тех клиентов, которые находятся у нас на постоянном обслуживании, они имеют преимущество в виде дополнительных скидок каких-то от поставщиков, поскольку они... У вас есть некие объемные скидки, конечно, которые можно транслировать. Мало того, что скрывать, как бы там зачастую бывают проблемы там, с платежеспособностью клиента, да, и есть необходимость отгрузить какое-то оборудование там, в кредит товарный, да, условно говоря. У нас есть линейки по разным клиентам, там они, естественно, разные, да, но не проблема, компания там доставит поставщик, без проблем всегда. Если наш клиент, мы за него ручаемся, соответственно. Вот чтобы, когда, опять же, возвращаясь к клиентам, если группировать клиентов местного рынка IT-аутсорсинга и поставки, все-таки малый и средний бизнес и крупный бизнес, вот в долях все-таки малые компании, не знаю, условно, до 5 рабочих мест, они занимают там большинство запросов, потом компании средние. В основном, скажу так, это где-то 30-50 рабочих мест, компания наш основной клиент. Хотелось бы, чтобы таких, конечно, было больше. Есть компании 5-10, но их достаточно немного. Если возможно, то из каких сфер эти клиенты, из каких областей рынка? Сферы абсолютно разные. То есть это обслуживание, это банки, это что это? Да, сферы абсолютно разные. Это могут быть строительные компании, торговые сети, это могут быть просто офисы,
торговых компаний каких-то, да, заводы, то есть образовательные учреждения. Ну, то есть некой специализации на рынке по IT-аутсорсингу и поставке как таковой нету. То есть это некая, так сказать, усредненный портрет с запросами, да, то есть у людей, у компаний есть запрос на, как говоришь, про там, оборудование рабочих мест, неких процессов внутренних, соответственно, ну, исходя из этого. Абсолютно, нам все равно, с каким видом бизнеса работать, то есть или государственная компания, не имеет значения. Про тренды бы хотел поговорить. Все-таки куда движется сейчас, как изменяется потребительский запрос на сегодняшний момент, и опять же вопрос к обоим коллегам, исходя из услуг. То есть, возьмем условно 8-й год, когда у нас случился кризис серьезный, и когда очень многие компании перетрясли свое отношение, вообще пересмотрели свое отношение ко всем сферам, и у нас там буйным цветом аутсорсинг начал процветать. Да, во всех областях. Во всех областях, да. То есть здесь и это и маркетинга касается, и продвижения, я тоже на себе это хорошо ощутил. Но, тем не менее, какие с развитием технологий и времени стали появляться запросы, которых ранее, может быть, было мало. И куда сейчас все движется? Вот об этом к обоим коллегам. Ну, наверное, я начну отвечать. Вижу такую вещь, что, значит, с приходом крупных игроков на IT-рынке, да, то есть провайдерских сетей, операторов, значит, они стали забирать под себя, соответственно, возможно, клиентов, которые могут забрать, ну, это из их же клиентской массы, как правило, да. Ну, то есть с частными клиентами работают в основном провайдеры на сегодняшний день, они их если говорить про частный сектор, то, как правило, ну, правда, недалеко не у всех, но у многих уже есть свои службы именно IT-обслуживания, да. Некоторые из компаний привлекают нас в качестве партнеров, которые, собственно, ну, по крайней мере, по бизнесу. Про частный сектор, как бы, они пытаются закрыть, наверное, сами все-таки, я думаю. В плане, как изменилось, вижу, что многие вещи стали уходить в облака, все-таки, да, облачные решения стали больше развиваться. Ну, это глубиной проникновения все-таки широкополосного интернета, я думаю, связано, да, и с более низкой стоимостью ресурсов. Ну вот здесь же есть такой вопрос, что, когда мы говорим про облако, есть понимание облака прям именно построено на интернет-историях, а есть, возможно, мне поправите, облачные решения локальные. То есть, когда компании ставят вместо там, десятков компьютеров, ставят один мощный сервер, ставят терминал, вот про это, вот эти две реальности говорить. Здесь, конечно, каждый определяет себе свой путь, на самом деле, да, но я все-таки считаю, что будущее за облаком, которое облако, да, не локальное, в результате мы все к этому придем, рано или поздно. Но, да, если говорить про финансовую составляющую, то примерно наши расчеты говорят о том, что серверные мощности, если клиент готов вложиться в них как в свои мощности, допустим, да, где-то окупается там 1,5-2 года, например, да, если приобретать там лицензии все и так далее. Вот, например, для чего частная компания, например, с 30 рабочих мест, ей нужен сервер? Вот очень простыми словами, для чего используется сервер в небольшой компании? Сервер — это место, где хранятся все данные, соответственно, пользовательские. Да, хранение данных. Там же осуществляется его резервное копирование этих данных, периодическое, да, то есть всегда можно было. Сервер — это средство как удаленного доступа с любой точки интернета, с любой точки планеты. Можно это точка входа такая большая. Точка входа, да. И это средство оперативного контроля за сотрудниками, что немаловажно для бизнеса. То есть доступ моментально можно перекрыть к любой, в принципе, информации. Вот. И это удобство администрирования, обновления каких-то программных продуктов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, и я так понимаю, вынос на сервер части, условно говоря, рабочих процессов, которые требуют ресурсов локальных. Да, конечно. Вот когда раз мы говорим о серверах и о железе, все-таки Алексею хотел бы дать слово, как действительно трансформировалось за эти вот 10 лет, уже время летит, конечно, именно потребить запрос из позиции, не просто запрос, наверное, все равно компании, люди голосуют рублем, вот за что голосуют сейчас, в первую очередь? Если говорить про изменения, ну, это именно на рынке продаж железа, то если раньше заказчик приходил и говорил там,
нам нужен компьютер, ну и как бы какая-то стандартная периферия, то сейчас идет именно комплексные поставки. Сейчас, ну, я бы выделил одну из основных потребностей — это как можно больше закрытия вопросов заказчика. То есть, если раньше он прибегал к нам в компанию, покупал компьютерную технику, потом бежал в какую-то компанию, покупал белую технику, холодильники, микроволновки и так далее, куда-то бежал, покупал электроинструмент, то есть это время, там, ну пусть там нервы, но и как постоянно беготня. Сейчас поставлена задача какая-то перед заказчиком, и он ищет того партнера, который максимально закроет все его вот эти пункты. То есть, если раньше поставляли только компьютеры, то сейчас мы можем поставлять абсолютно все. И электроинструмент, и белую технику, и телевизоры, и все-все-все. Ну, то есть, фактически происходит трансформация в, так сказать, формирование некого единого окна технологического. Да, да. То есть, заказчик вошел, и, ну, то есть, пришел к нам, и мы закрыли его там большинство, именно большинство областей. Плюс сервис, естественно. Раньше, ну, по своему опыту, так как на рынке давно, ну, проблем не было. Заказчики приезжали, там, сдавали по гарантии какие-то вещи, возвращали, ну, и как бы все-таки ездили. То сейчас вопрос такой, что вот приобрелась техника, если невозможно, там, неважно, что с ней случилось, достаточно одного звонка, и уже компании предоставляют услуги. Приехали, забрали, оставили что-то на замену. То есть закрывается вот этот полностью момент. Приобрелась техника, и все, головная боль заказчика снимается. То есть повысились требования к сервису в первую очередь, и вот этот, на первый взгляд, решение, что мы можем онлайн купить все, что мы можем, все, что мы хотим, для компании, для B2B это не очень работает, потому что есть некий запрос, вот так подобный на сервис. Да. Хорошо. То есть получается, что сегодняшний день, если характеризовать, клиент стал более требователен, появляется больше сервисов, связанных с гарантией и с широтой ассортимента. Все-таки появились ли, какова доля запросов именно профессиональных от компаний? То есть вот так как мы говорим про рынок аутсорсинга и про то, что многие компании соптимизировали свои внутренние процессы, сколько вообще клиент готов ставить задачу конкретную? И если вот распределить там 100% клиентов, какая доля клиентов может четко поставить задачу на комплектацию, и какая доля клиентов может четко поставить задачу на услуги, которые ему действительно необходимы по тому же IT-аутсорсингу. И вот какая тенденция вот за эти годы произошла? Наоборот, деградация произошла у клиентов с позиции, ну, не деградация клиента, а именно деградация запросов. Либо сейчас уже все пришло к тому, что чуть ли не собственник или секретарь звонит, включите нас, сделайте нам это, и дальше уже на рынке есть игроки, которые просто эту тему закрывают, говорят: ребята, вам надо вот такое-то, ну, условно говоря, такое техзадание, то есть путь клиента, опять же. Что нужно сделать? Забить в Яндексе IT-компании в Уфе или там поставка оборудования в Уфе и раскидать там 2-3 предложения, получить и, прочитав, грубо говоря, предложение, понять, что действительно тебе нужно. Вот как вообще все? Или наоборот, мы видим все-таки компании, многие или какие сохранили именно компетенции ставить четко задачи. Знаете, вот я так скажу, там, где собственник все-таки немножко может либо технически мыслить, или, я не знаю, как это правильно сказать, может быть, системно мыслить, да, он, как правило, либо кого-то нанимает для постановки задачи, если у него нет своих таких специалистов в штате, да, более-менее технически образованных. И это правильно, потому что хорошо написанное техническое задание — это гарантия успеха в дальнейшем. Либо, соответственно, они обращаются сразу: ребята, я хочу вот это, ну, на каком-то своем там бытовом языке, да, они нам ставят задачи, и мы им уже предлагаем техническое решение под это дело. То, когда, если история начинается с того, что вот мы хотим вот это, а мы им говорим: ну, вот так вот оно может и не работать, а может быть не самый эффективный способ, и где-то можно соптимизировать, или наоборот, да, этого не хватит ресурсов для чего-то и так далее. И начинается там запросто мы уйдем в компанию Б, потому что там на 20 тысяч дешевле, там, условно говоря, решение, там, да, и просто потому что цена является определяющим.
С такими клиентами мы стараемся не работать, потому что, ничего хорошего на выходе мы не получим. Ни они, ни мы. То есть мы стараемся не браться за такие проекты, когда нет взаимного понимания. Сейчас на рынке ситуация такая, Как правило, процентов, Виталий, отвечая на вопрос, процентов, 20, наверное, 20-30, может, от силы клиентов, которые в состоянии вообще... Это большая доля, на самом деле. Да, опять-таки от ниши зависит очень сильно. Если они все-таки сопряжены как-то с техническими моментами, то да. Вот, если... то, как правило, они говорят, мы хотим на выходе. До перерыва у нас остается не так много времени. Я бы хотел как раз продолжение сегментации клиентов и запросов все-таки задать вопрос, какое количество, вы все-таки являетесь индикаторами рынка, какое количество вновь открываемых компаний, офисов, вообще динамика какая, положительная, отрицательная сейчас на рынке? Либо сейчас основной запрос идет вокруг переоснащения и перевооружения существующих компаний. Вот здесь экспертно ваши ощущения. Появляются ли новые игроки на рынке? Да, конечно. И появляются новые игроки, и схлопываются старые компании. Рынок бурлит, на мой взгляд, полностью, да, то есть как скукоживаются, как скажем, и игроки бывшие, так и появляются новые. То есть всегда происходит какое-то движение. На самом деле для нас, как для обслуживающей компании, все равно. То есть мы всегда готовы работать. Будем общаться на эту тему после перерыва. Напомню, с вами Виталий Пилипчук, моя авторская программа «Включаем маркетинг». И в гостях у нас Дмитрий Гуров, компания «Арис», и Паршин Алексей, компания «Кламос». Встретимся после перерыва. 11:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов не имеет жалоб на обстоятельства задержания и условия в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию. Абызов рассказал правозащитникам, что сотрудники правоохранительных органов не применяли силу при его задержании и действовали корректно. Сейчас он находится в камере изолятора временного содержания вместе с обвиняемыми в убийствах и кражах, на условия его устраивают. Вопрос об аресте Абызова, как ожидается, будет решаться сегодня в Басманном суде. Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере. В России выросла неофициальная занятость. В неформальном секторе экономики занят каждый пятый работающий россиянин. Это данные Росстата. Как отмечается, неформальная занятость не является криминальной. Росстат относит к такому сектору всех сотрудников, занятых на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юридических лиц. Это может быть ИП, самозанятые фермеры, члены семьи, которые помогают родственникам в бизнесе. Те, кто работают в компаниях юридических лицах без оформления договора или получают серую зарплату, в неформальную экономику не входит. Компания Ford прекращает производство легковых автомобилей в России. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал вице-премьер Дмитрий Казак. У Форда проблемы со сбытом продукции, поэтому решено не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания сосредоточится на развитии легких коммерческих автомобилей. Управлять этим бизнесом будет российский партнер Форда, группа Solers. Между тем, сотрудники завода Ford в Ленинградской области, который может быть вскоре закрыт, намерены выйти на митинг. Акция намечена на середину апреля. Для почти 13 миллионов работающих российских женщин может быть увеличен рабочий день. Как пишет газета «Известия», этот вопрос прорабатывается в Министерстве труда. В ведомстве агентству ТАСС подтвердили, что речь идет о жительницах сельской местности, которые работают по 36 часов в неделю. Между тем, стандартная рабочая неделя в России составляет 40 часов. Укороченный рабочий день был введен в 1990 году. Тогда законодатели посчитали, что женщинам нужно дополнительное время для ведения личного подсобного хозяйства. Теперь в Министерстве труда считают, что эта норма устарела. Умер актер Надар Мглалбишвили. Ему было 87 лет. Сообщается, что в последние месяцы он тяжело болел. Об этом сообщает грузинский Первый канал. Мглалбишвили дебютировал в кино в 1958 году. Самой известной его работой стала роль графа Калиостро в фильме Марка Захарова «Формула любви». О погоде в Москве. Днем сегодня от 1 до 3 градусов тепла, переменная облачность и небольшие осадки. Сейчас в нашем городе +2. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 58%. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1.
Реклама. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Качкаев. Вопросы гостю можете присылать на номер +7 927 304 1051. Слушайте эфир на Эхе Москвы в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами продолжение передачи «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. И с вами Виталий Пилипчук. Напомню, у нас в гостях Дмитрий Гуров, компания «Арес», и Паршин Алексей, компания «Кламос». Мы говорим про рынок IT-аутсорсинга в Уфе. До перерыва мы говорили про потребительские поведения и потребительские запросы, о том, как изменялся рынок и как изменялись, в принципе, приоритеты, требования к IT-компаниям. Все-таки хотел бы Дмитрию задать вопрос про компетентность вообще. Давайте на примерах разберем, может быть, к чему приводят правильные или неправильные запросы на фактически формирование некого там технического решения, да, там, и что касается и построения неких систем, и вопросов закупки. Как вообще все происходит? Вот давайте в госкомпании разберем, насколько они компетентны и хватает у них компетентности. Госкомпания — это вообще отдельная история, я так считаю, да, то есть если уровень компетенции бизнеса там еще более-менее достаточно. Их жизнь заставляет немножко по-другому подходить. Они по-другому немножко, да. А в госкомпаниях ситуация такая, что зачастую тех заданий копируются как под копирку друг у друга, там я не знаю, откуда они берут их. И когда начинаешь это все смотреть и воплощать в реалии, да, то есть зачастую приходится встречаться с заказчиками и говорить: ребята, а теперь давайте так, расскажите, как должно быть вообще, то есть что вы хотите получить. Ну вот у госкомпании же есть такая история, что они не могут вести сепаратные переговоры до момента торгов, и здесь вот тоже вопрос, как это происходит, и все-таки как вы и как госкомпании, говорится, решают эти вопросы? По-разному решаем. Иногда пишем какие-то письма о том, что вот это можно досогласовать, да, в рамках федеральных законов, там, оборудование такое-то можно заменить там в рамках такого же бюджета или еще что-то. Где-то что-то там можно перестроить. То есть, соответственно, на выходе мы должны получить рабочий проект в любом случае. Вот. Поэтому среди наших клиентов также есть государственные компании, где мы, ну, допустим, не обслуживаем там все компьютеры какие-то там, а обслуживаем какую-то часть ниши, там, какие-то серверные мощности, например, или какую-то систему одну, там, допустим, в чем-то, да, в том, в чем не хватает компетенции, к сожалению, там у текущих, может быть, специалистов. Вот. Либо это им, возможно, иногда выгодней все-таки прибегать к аутсорсингу, чем держать какого-то высококвалифицированного специалиста. Который нужен, по сути, будет раз в году, условно. А у них там штатную единицу, допустим, держать, это какой-то бюджет. То есть, ну, это там сопряжено. Там, да, как вот с позиции заказа именно оборудования? То есть здесь же, я так понимаю, та же самая история. Мы хотим компьютер, он должен быть там такой-то мощности. Вот как вы ведете переговоры? Если говорить про запрос, про заказчика, когда он приходит с конкретным списком оборудования, и, ну, допустим, список оборудования, мы примерно понимаем, какая задача, и мы начинаем обрабатывать этот запрос, то в любом случае обрабатывается все не вслепую, не, как говорится, не копипаста наименования и выдача уже ценового предложения. В любом случае просматривается именно все оборудование и просматривается именно на совместимость, чтобы это все работало, чтобы это было готовое, законченное рабочее решение. Поэтому в том случае, если приходит запрос, и мы уже видим, что здесь и здесь желательно какие-то вещи поменять, что-то добавить, что-то убрать, естественно, мы уже отправляем ценовое предложение со своими корректировками, чтобы аргументированно, да, так как мы понимаем, была поставлена такая-то задача, то есть здесь мы бы добавили, к примеру, здесь бы мы убрали, тогда будет работать. Вот в этой части на каком этапе подключается IT-аутсорсер? Как правило, это уже тандемная некая работа, да, конечно, в большинстве случаев. Да. То есть и клиент, который зашел либо с одной или с другой точки, он понимает, что его будут вести, и вот этот недостаток компетенций, как бы не страшно не звучало, он компенсируется тем, что есть достаточно профессиональные игроки на рынке. Зачастую бывает так, что даже приходят заказчики, когда им кто-то уже посчитал какое-то решение до нас, да, условно говоря,
и мы можем его оптимизировать, как правило, это возможно, сократив этот бюджет и упростив, допустим, схему, там, как правило, такое часто бывает. А бывает и, случается и наоборот, что у клиента одни ожидания, что он получит на выходе, а по факту... Применимо ли при всем спектре предложений сегодняшней, мы понимаем, что все делается в Китае, и Китай уже это давно не проблема, по большому счету, возможно, вы там, если со мной не поспорите на эту часть, но тем не менее, при всей широте предложений правило «скупой платит дважды», оно также работает, правильно понимаю? Естественно. То есть и вот в чем это выражается, как правило? Вот на чем пытается клиент сэкономить, и на что он бросается, и, как правило, в чем может выражаться там, на примере там, железа, потом лишние траты? Вот. Если говорить про Китай, то, как говорится, есть прям Китай-Китай, то есть смотришь на там, так скажем, no-name, любое изделие, да, на no-name, и вот смотришь, без имени, без никак бренда. не назовешь Китай. А в принципе, я не знаю, там 99%, наверное, 95% всей техники производится в Китае. То есть производитель, вендор ведет все свои разработки самостоятельно. В Китае отдается лишь именно производство этой техники. Сборка. Да, под жестким контролем самого производителя. И я хотел бы еще добавить по поводу тандема, то, что вот вы вопрос поднимали. Давайте посмотрим на это каким образом. То есть заказчик приходит купить не компьютер, а заказчик приходит закрыть свой вопрос, какую-то задачу. Важно, кстати, и когда к нам поступает какой-то запрос, и мы начинаем разговаривать и понимаем, что, допустим, открывается офис, но нету технического специалиста, мы тут же пытаемся заказчику объяснить, что этот вопрос тоже возможно закрыть. И тогда уже подключается тандем. Вот здесь затронули тему, которая мне тоже близка, именно с позиции взаимодействия с другими смежниками. То есть это, например, мы говорим про железо, мы говорим про аутсорсинг, но зачастую к вам приходит за разработкой сайтов, у нас, маркетинговых за годы уже, к счастью, наработались достаточно широкий спектр наших партнеров, так скажем. Те области, которые мы не закрываем, но в которых мы уверены, что это нормальные ребята, они не подведут и сделают качественно. Соответственно, мы с удовольствием отдаем такие вещи. То есть в любом случае, рекомендую партнера, мы стараемся держать марку из-за него. То есть мы не посоветуем, кого попало. Либо вообще никого не посоветуем, либо возьмем... то есть, например, внедрение CRM-системы, оно требует определенной компетенции. То есть вы в данном случае... Какую-то часть мы можем внедрить, допустим, на каком-то уровне, да, если требуется глубокая проработка маркетинга, допустим, там выстраивание воронок продаж, там еще что-то, глубокие процессы внутренней автоматизации. Я понимаю, что в моей компании, может быть, нет этих компетенций и ресурсов для этого, и, может быть, и желания, наверное, все-таки каждый должен заниматься своим любимым делом, соответственно, мы отдаем на сторону это с удовольствием. Вы подключаете? Да, конечно. Не так много времени остается до конца эфира. Вот хотел поговорить про угрозы для локального рынка IT-аутсорсинга и поставок. Насколько все-таки вы видите, что экспансия возможная из федеральных игроков в этом сегменте может усложнить жизнь тех, кто сейчас на рынке, может, не может, и почему вы так считаете? В принципе, на протяжении всего периода мы работали всегда с крупными игроками. Сейчас, конечно, за последние 10 лет бизнес укрупнился вообще в целом по стране, это видно, да. Но не боимся абсолютно почему, потому что на местах люди всегда должны быть, это мы. То есть никто из Москвы, из Питера не погонит сюда IT-специалистов. Был опыт, я знаю, что у банков там был бум на то, что там отдавали там все там компьютер, даже не получается следующая интересная история. Да. Крупные игроки забирают эти все подряды, да, все сетевые, и передают их нам. Только гораздо меньшие деньги. Это все прекрасно понимают. Вот. Это раз. Второй момент. Есть обратная тема. Московские и питерские заказчики, допустим, по той же самой телефонии часто сталкиваемся, приходят к нам, как в регион, за более низкими ценами и таким же уровнем качества, если не лучшим. Поэтому здесь проблем никаких. Некие даже преимущества. Да, конечно. Потому что мы можем работать по удаленке, в принципе, в любой точке, нам не сильно принципиально в некоторых моментах. Соответственно, тот же вопрос. Я с Дмитрием соглашусь. Опять-таки, скажем, если там пришла Москва-Питер, то заказчику, в принципе, поставляется коробка. То есть они привезли, отправили. Поднимается вопрос гарантии.
Это приходится, опять-таки, головняк, так скажем, по-русски, заказчику, отправлять транспортной компании обратно, ждать, когда все это приедет сюда. Возникает какой-то технический вопрос. То есть мы не просто продаем, мы проконсультируем, мы приедем на место, посмотрим, в чем именно дело. Подобрано неправильное оборудование, приехали, поменяли, что-то сломалось, приехали, поставили какие-то временные решения. Вот при этом всем, насколько данный рынок, на ваш взгляд, открыт для новых игроков именно локальных, насколько высока, сказать, высок падеж новых открывающихся компаний, которые пытаются выйти на рынок IT-аутсорсинга. Потому что насколько вот то, что я не погружаясь глубоко, вижу, что и компании появляются, и компании пропадают. С чем это связано? Да? Я думаю, что бизнес достаточно непростой, да, потому что, если говорить именно про IT-обслуживание, это что-то, наверное, сравнимо как с каким-то семейным врачом, доктором, наверное, да. Не каждый собственник предприятия доверит свои данные, свои локальные сети. Здесь же момент безопасности информационной стоит. И это надо нарабатывать годами. То есть это репутация, которая, в принципе, нарабатывается годами, и, соответственно, продавать услуги IT-аутсорсинга через интернет достаточно сложно, сразу скажу, да, именно, потому что все-таки стараются найти по сарафанному радио рекомендации, это имеет огромное значение, поэтому здесь наш опыт и рекомендации имеют. То, что вы на рынке достаточно давно, да. Это, конечно. Зайти на рынок, да, возможно, нужно просто этим заниматься, как любым бизнесом, системно каждый день и расти, и не вижу никаких проблем, иметь компетенции. То есть вопрос именно в наработке портфолио и определенного доверия со стороны потенциальных клиентов. Да. Соответственно, вопрос тоже к поставщикам. Тоже аналогичный вопрос. Да? Также открываются организации, также закрываются. Просто на первый взгляд может показаться, что открыть компанию по продаже компьютерной техники — это снял офис, поставил компьютеры и активный обзвон заказчиков, у нас меньшие цены, мы быстрее вам все привезем. На самом деле не все так просто. Во-первых, нужны специалисты, которые правильно технически все подберут. Во-вторых, это большой круг специалистов. Это не просто подбор системного блока, это и подбор серверного оборудования, просчет систем хранения, бэкапа и так далее, так далее, так далее. Понимание штат инженеров этих, опять же. Да. Плюс это не многолетняя работа именно с поставщиками. То есть там уже и доверительные отношения, и большие уровни скидки можно выбивать под какие-то либо проекты. То есть снаружи, сел, открыл офис, господи, и продавай. На самом деле, если копнуть глубже, наверняка и в любом бизнесе. Входящий запрос не настолько велик, чтобы с улицы этим заниматься, я понимаю, что все-таки здесь некая комплексная задача стоит всегда. Да. Буквально пару минут до конца эфира. Ваше персональное ожидание, возможно, не ожидание, запрос в рынок или запрос к коллегам или к клиентам, чего бы вы хотели, чтобы изменилось, чтобы рынок стал лучше? Не знаю, компетенции появились какие-то, либо пожелать некой другой экономической ситуации. Вот именно правильно, Виталий, ты говоришь. Желаю всем успешного процветания бизнеса в любых сферах, как в госсекторе, так и в частном секторе. Чем больше и богаче будут наши клиенты, тем все мы будем... то есть главный запрос — это все-таки... Восходящий тренд экономический, это самый главный запрос. То есть, словно говоря, даже дело не в компетенциях, дело в общей динамике рынка и вообще экономики. То есть это только от этого зависит. Да, конечно. Я еще хотел бы пожелать игрокам на рынке, я так думаю, и это будет применимо в любом бизнесе, все-таки быть честными со своими заказчиками. Потому что, не будем юлить, в любом случае, каждый пытается где-то что-то. Но чем честнее ты будешь со своим заказчиком, тем гораздо больше процент того, что он будет твоим дальше, и будет гораздо... И доверие к локальному рынку, к локальным предложениям будет выше. Соответственно, главное еще, может, я могу пожелать такую вещь, то есть много всяких студентов, начинающих системных администраторов на рынке, они, конечно, стоят на порядок, может быть, дешевле, не на порядок, но все-таки дешевле. Соответственно, не надо вестись на низкие цены, нужно все-таки в комплексе смотреть. То есть вопрос именно продукта и понимания этого продукта. На этом будем завершать. Напомню, с вами был Виталий Полевчук, моя авторская программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Мы говорили про рынок IT-аутсорсинга города Уфы. С нами был Дмитрий Гуров, компания «Арос», и Пашин Алексей, компания «Кламос». До свидания. Спасибо. Всего доброго.
Никакого.